Дизайнер для проекта должен из данных рисунков выбрать 3 персонажа. Сколькими способами он может это сделать? Да? То есть мы здесь используем формулу сочетаний. Формулу сочетаний я вам сейчас покажу. Это мы здесь будем использовать n и k. n – это общее количество. Сколько у нас персонажей. k – это сколько персонажей нам нужно выбрать. То есть по формуле, если смотреть, будет n факториал, деленное на k факториал, умножить на n минус k в скобках факториале. Что это значит? Если мы посмотрим на задачу, нам дано 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 персонажей. Из них надо выбрать 3 только. Ссылаясь на формулу, значит это будет у нас так. 7 всего, и из них надо выбрать 3. То есть это равно вот я подставил под формулу. 7 факториал, деленное на 3 факториал, умноженное на 7 минус 3 факториал. Если дальше будем вычислять. 7 факториал можно записать так. 4 факториале умножить на 5, умножить на 6 и умножить на 7. Деленное на 3 факториал умножить на 7 минус 3 это 4 факториал. Здесь я что делал? 4 факториал и 4 факториал сокращаю. Вычисляем дальше. 3 факториал это у нас 1 умножить на 2 и умножить на 3. То есть это будет 6. То есть составляем 5 умножить на 6 умножить на 7. И деленное 3 факториал это умножение первых 3 чисел. 1 умножить на 2 умножить на 3. 1 умножить на 2 2. Дважды 3 это 6. И тут что я делаю? Сокращаю шестерки. И ответом у меня выходит 35. То есть, сколькими способами можно выбрать 3 персонажа? 35 способами. В классе все ученики ходят хотя бы на один из 3 секций. Послушайте тренеров и определите количество учеников в классе. Сколько всего учеников в классе, если 2 ученика посещают все секции? Первый посмотрим. Здесь у нас баскетбол. Тренер по баскетболу. Ко мне на баскетбол ходит 19 учеников. 6 учеников ходят ко мне и на теннис. По теннису тренер. Ко мне на теннис ходит 18 учеников. 5 учеников ходят ко мне и на футбол. И следующий футбольный тренер. Ко мне на футбол ходит 23 ученика. 8 учеников ходят ко мне и на баскетбол. Теперь мы с вами вычисляем. Для этого нам нужно что? Нарисовать вот такие вот множества. В каждом множестве мы обозначим так. У нас есть баскетбол, есть теннис и есть что? Футбол. Понятно, да? Теперь я напишу, сколько всего к каждому ходит. Смотрим. В баскетбол ходит 19 учеников. Значит, в общем, ходит на баскетбол 19 учеников. В общем. Ко мне на теннис ходит 18. Значит, что? На теннис ходит всего 18. Там может быть и футболисты, и теннисисты. Баскетболисты, теннисисты могут. Но всего их 18. И на футбол ходит 23. На футбол ходит 23 ученика. В общем. Теперь смотрим. На все 3 секции, то есть на баскетбол, теннис и футбол, ходят 2 ученика. Тут говорится, сколько всего учеников в классе, если 2 ученика посещают что? Все секции. А все секции, где они пересекаются? Посередине. Значит, я пишу здесь что? 2. То есть
2 ученика ходят и туда, и туда. На все 3 секции. Потом пошли дальше. Здесь говорится, 6 учеников ходят ко мне и на теннис. Что это значит? Но среди 6 учеников есть и те 2, которые ходят и на баскетбол, и на теннис, и на футбол. Значит, что? Из этих 6 уже 2 отпадают, потому что 2 уже ходят на все. И остается сколько? 4, которые ходят на баскетбол и на теннис. То есть здесь будет что? 4. А если их сложить, то их будет сколько? 6, потому что на баскетбол и теннис ходит их 6. То есть от 6 отнимаем 2 и выходит 4 оставшиеся. Смотрим теперь, что говорит тренер по теннису. 5 учеников ходят ко мне и на футбол. Но 2 там мы уже записали, которые ходят и туда на 3 секции, правильно? Значит, из 5 остается 3, которые ходят на теннис и на футбол. Вот теннис, вот футбол, 5 минус 2, это вот здесь выходит сколько? 3, которые остались у нас. Потом тренер по футболу. 8 учеников ходят ко мне и на баскетбол. Но 2 там мы уже записали, которые ходят на 3 секции. Значит, 8 минус 2 выходит сколько? 6. Значит, оставшись еще 6 учеников. А теперь мы нашли, которые ходят на 2, по 2, на 3. Тебе нужно найти, которые ходят только на баскетбол. Чтобы найти те, которые ходят только на баскетбол, я от 19 отнимаю вот эти вот числа. То есть отнимаю вот это. 4, 2 и 6. 19 минус 4 минус 2 минус 6 выходит 7. То есть из 19 человек только 7 человек ходят на баскетбол. Теперь я нахожу, сколько только ходит на теннис. То есть я от 18 отнимаю 4, 2 и 3. Когда мы отнимаем, это выходит 9. Значит, всего только на теннис ходит 9. Теперь я нахожу, сколько всего ходит только на футбол учеников. От 23 отнимаю 3, отнимаю 2 и отнимаю 6. То есть сумма этих 3 чисел. Это выходит 12. Вот я каждую по отдельности нашел. Теперь мне нужно найти количество всех учеников. Чтобы найти количество всех учеников, я складываю все вот эти числа. То есть 7 плюс 4 плюс 9 плюс 6 плюс 2 плюс 3 и плюс 12. И тем самым я нахожу, сколько всего учеников ходит. Сколько всего учеников. То есть я нахожу, сколько всего учеников. А всего их 43 ученика. Вот у нас следующая задача. Перед вами квадраты, у которых каждая следующая сторона будет на 1 больше. Определите верное утверждение. Площадь квадратов будет образовывать арифметическую последовательность. Периметр квадрата будет образовывать арифметическую последовательность. И третье. Объем кубов, основания которого данные квадраты будет образовывать геометрическую последовательность. Теперь, как можно вычислить такие задачи? Вы берете. Первое я вам покажу. Допустим, это будет равно 1. Значит, 1 плюс 1 это будет 2. И 1 плюс 2 это будет 3. Как можно проверить, образовывать геометрическую прогрессию или нет? Очень легко. Если возрастание будет периодическое, без изменений, то это будет у нас арифметическая прогрессия. Если будет резко возрастать, значит это у нас геометрическая прогрессия. Теперь, в первом говорится у нас площадь. Теперь, площадь первого квадрата, допустим, если а равно 1, значит 1 в квадрате это будет 1. Мы знаем формулу а в квадрате, да? Площадь квадрата. Периметр квадрата 4а. И объем квадрата это у нас что? А в кубе. Сразу напишу вам формулу. Написал. Теперь
Площадь первого квадрата 1. Площадь второго квадрата 2 в квадрате это будет 4. Площадь третьего квадрата это у нас будет 3 в квадрате 9. Теперь смотрите, здесь 1, 4 и 9. Разность между этими числами, смотрите, здесь у нас разность 3, здесь разность 5. А чтобы у нас была арифметическая прогрессия, у нас разности должны быть одинаковые. Если здесь 3, то здесь тоже что должно быть? 3. А так как здесь разность 3, а здесь 5, значит площадь квадратов не будет образовывать арифметическую последовательность. Теперь периметр. Возьмем периметр. Первый периметр. 1 умножить на 4 это будет 4. Второй периметр. 4 умножить на 2 это у нас 8. И третий периметр. 4 умножить на 3 это будет 12. Теперь посмотрите. Разность между первым и вторым периметром. 4. Правильно? Разность между вторым и третьим тоже сколько? 4. Что это значит? У нас разности одинаковые. Правильно? Значит, это у нас что будет? Арифметической прогрессии. То есть периметр квадратов будет образовывать арифметическую последовательность. То есть это выполняется. Это не выполняется у нас. Теперь к объемов кубов перейдем. Образовывать это ли у нас геометрическую последовательность? Формула куба дана. А в кубе. Правильно? Что будет? В1, то есть первая. Единица в кубе это у нас 1. Второе, В2, то есть объем, да? То есть это будет что у нас? 2 в кубе это 8. И третье, это у нас будет 3 в кубе, это 27. Теперь, здесь у нас знаменатель. Если у нас спрашивают про геометрическую прогрессию, здесь у нас не разность, а знаменатель. А чтобы найти знаменатель, Q, это V2 делить на V1 должно равняться V3 делить на V2. То есть, когда я буду делить V2 на V1 и V3 на V2, они должны равны друг другу быть. Проверим. V2 делю на V1. То есть V2 делить на V1. Это будет 8 делить на 1. Это будет сколько у нас? 8. Значит, Q равно должно быть 8. Теперь найдем следующую. V3 делить на V2. Если V3 делить на V2 будет тоже 8, значит она образует геометрическую прогрессию. Если она не будет равна 8, значит она не будет геометрической прогрессии. А если выходит на что? 27 делить на 8. 27 делить на 8 будет 8? Нет, не будет. Это у нас будет примерно 3,3. Это не равно 8. Значит, что у нас? Объем кубов, основания которого данные квадраты, не будет образовывать геометрическую прогрессию. Значит, вот это не выполняется. Сегодня такой день, который не после вторника, не перед пятницей, понедельник не завтра и не вчера, послезавтра не среда и позавчера не среда. Какой сегодня день? Запишем с вами дни недели. То есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Теперь будем идти по предложению каждое, да? Сегодня такой день, который не после вторника. То есть после вторника у нас среда, значит она вычеркивается автоматически. И не перед пятницей.
А перед пятницей у нас четверг. Значит, у нас четверг вычеркиваем, потому что он не эти дни. Потом сегодня у нас такой день, который понедельник не завтра. Да? А, допустим, сегодня есть воскресенье, то завтра у нас будет понедельник. Правильно? А это не этот день. Значит, у нас воскресенье вычеркивается, потому что он не этот день. И не вчера. Допустим, если сегодня вторник, а вчера у нас понедельник. Правильно? Значит, я что делаю? Вторник я вычеркиваю, потому что вчера у нас был то есть понедельник, вчера, то есть вторник, а вчера понедельник. После завтра не среда. А у какого дня послезавтра будет среда? Это понедельник. Значит, у меня понедельник тоже вычеркивается. Потому что у понедельника послезавтра будет среда. И позавчера не среда. А у какого дня позавчера была среда? Это пятница. Потому что пятница, позавчера это была среда. Значит, пятница у нас вычеркивается. Значит, сегодня какой день? Суббота. И правильный ответ – суббота. Уважаемые участники второго тура Олимпиады Айханат, спасибо вам за внимание и желаю вам удачи в Олимпиаде.